этот день 80 лет назад советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом. Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Сегодня мы собрались для того, чтобы познакомиться с ходом этой битвы, одной из героических страниц в истории, о массовом героизме людей, проявившем в жестоком сражении самоотверженность, силу, волю, мужество. Слово предоставляется Корякину Петру Ивановичу, начальнику отдела использования документов Национального архива Республики Саха. Ждем. Здравствуйте, дорогие гости сегодняшнего нашего мероприятия. Вот по случаю, Сталинградского сражения у меня будут сообщения о нашей книге, о нашей книге Национального архива Республики Саха-Якутия, которая называется, как вы уже видели, «Воины-якутяне Сталинградской битве». Это 42-43 годы. Вообще-то все делалось, конечно же, по указу, во исполнении указа президента России Владимира Владимировича Путина от 18 февраля 17 даже года. Вот представьте себе, 23-й год, а это был 17-й год, прошло уже 5 лет, как раз пятилетка прошла. Вот, и указ был о праздновании 75-летия разгрома тогда еще, советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. И вот в рамках этих юбилейных мероприятий тогдашних, посвященных празднованию, оно было еще утверждено заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия, заместителем председателя Республиканского организационного комитета «Победа» Алексеем Прокопьевичем Дьячковским. Вот Национальным архивом республики была издана книга такая, которую вы видели, а также плакаты. Это 2 плаката было об участии якутян в Сталинградской битве. И в междуречии Волги и Дона, мы как знаем, в 42-43 годах развернулось такое величайшее в истории войн сражение. И 12 июля 1942 года был образован Сталинградский фронт. И вот этот день, 17 июля, он вошел в историю как начало Сталинградской битвы. Значение этой битвы, ее влияние вообще на ход не только Великой Отечественной войны, но и вообще Второй мировой войны в целом, оно, конечно же, неоценимо. Вы это прекрасно, ребята, знаете, Все присутствующие тут знаете, что на протяжении 6 месяцев на территории почти в 100 тысяч квадратных километров сражались более 2 миллионов человек. Это самая страшная война была, это самый разгар умирало до 15 тысяч, а так в среднем умирало в день от 3 до 7 тысяч человек. Это представить себе невозможно. Это практически один крупный поселок тогдашний. Крупный поселок или же теперешний маленький городок, это в день умирало. Поэтому такие масштабы были, ужаснейшие масштабы, которые теперь и представить-то себе невозможно. И вот началась такая стратегическая контрнаступательная операция уже в ноябре под названием «Уран», как вы знаете, по окружению разгрома немецко-фашистских войск. И уже 2 февраля они прекратили сопротивление, остатки более чем этой 180-тысячной, как говорят, группировки фашистских войск, окруженной по Сталинградам, произошло. И вот великая эта битва наша закончилась выдающейся победой советской армии, великой армии тогдашней, в которой, может быть, есть тут присутствующие, которые как раз в этой армии-то и служили. И вот победа в Сталинградской битве явилась, конечно же, результатом массового героизма и мужества наших советских воинов, в том числе и воинов-якутян. Вы знаете, что
и в тылу проводилась большая работа во время Сталинградской битвы. И вот предлагаемая вашему вниманию книга, она адресована широкому кругу читателей и состоит из таких разделов. Это, значит, предисловие Александра Александровича Калашникова, главного археографа нашего. Потом идут воспоминания маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, так? Константина Константиновича Рокоссовского имеется воспоминания, Василия Ивановича Чуйкова и генерал-полковника Шумилова, да, Михаила Степановича, тоже есть там такие воспоминания интересные, так что если посмотрите, это в каждой библиотеке большим тиражом вышло. И вот документы из фондов Центрального архива Министерства обороны, вы знаете, что в Подольске есть такой архив, где про наших дедушек, бабушек, отцов и дядей, вот у меня тоже дядя, да, 4 штуки дядей, так сказать, вернулась с фронта из 6. Вот, и только в позапрошлом году мы нашли, то есть поисковики нашли нашего одного дядю без вести пропавшего, и как раз сходили на могилу, там положили вот эти родную землю, так что люди находятся даже отдельные могилы уже, потому что поисковики теперь уже по 2, по 3 находят и организуют отдельные могилы. И вот, они вот как раз геройски воевали в этих битвах наших. И вот списки, в эту же книгу вошли такие списки воинов-якутян, погибших в Сталинградской битве, погибших в Примамаевом кургане. И вот воинов-якутян вообще не внесенных в книгу памяти даже Республики Саха-Якутия, награжденных еще за оборону Сталинграда тоже отдельный список есть. Что дает нам эта книга и эти плакаты? В них отражаются новые лица, да, новые имена наших воинов, которых поисковики находят потом уже, после всех этих битв, вплоть до нынешнего времени происходят раскопки на месте их захоронений или на месте вот вообще прохождения этих страшных сражений. Также в книге есть отдельный раздел, называется «Газета «Социалистическая Якутия», который рассказывает вообще о Сталинградской битве. Там несколько лет. И вообще объем книги, он большой такой сравнительно. 30 печатных листов, это такой большой объем. Тираж, как уже говорил, для тогдашних времен тоже неплохой был. И вот автором этой книги является главный археограф нашего архива национального, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник Народного хозяйства Республики, почетный архивист России Калашников Александр Александрович. Может, многие из вас его, сидящие тут, конечно же, знаете. И помимо этой книги у нас вышло очень много книг про воинов-якутян, участников различных сражений, освобождения Европы. Скажем, была еще, значит, книга про Ильмень, значит, да, журавли над Ильменем. Была, где вот именно мы помним 19-ю отдельную десантную бригаду, да, которая выполнила задание, единственное, взяла 3 населенных пункта у фашистов под огнем, пришла это наше озеро-то Ильменское. Вот. Еще книга вышла про военнопленных, никто такой книги еще не выпускал, да, списки военнопленных из концлагерей и прочее. Это же тоже не должны мы не забывать. «Непокоренные» была книга такая о военнопленных, которые сгинули в концлагерях или же возвратились. И еще была у нас книга про воинов-якутян, именно про воинов-якутян, участников войны с милитаристской Японией. Мы об этой войне тоже мало что знаем, ну, не так уж много, как, скажем, о Великой Отечественной, о войне на Западе. И вот такие вот книги у нас входят, и в этом году должна выйти книга, 2 книги даже, это участники, значит, новгородской операции, то есть воины-якутяне, участники вообще не только Ильмени, но там же они участвовали в Новгородской области они участвовали, да, там, где все сражения проходили, там они участвовали. Так мы про них. И, конечно же, самое большое сражение – это Смоленское сражение, где до сих пор знали только имена 200 с лишним вот сражавшихся наших земляков, а у нас оно уже зашкалило, практически дошло до 1500, 1400, сколько там человек было прописано, и до конца находится, видите как. Поэтому эти книги очень важны вообще для увековечивания памяти наших земляков, ваших родственников, ваших дедушек и бабушек, ребят. Поэтому
как раз-таки вот эти тысячи воинов-якутян, как мы знаем, вообще они внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск на Волге. Они сражались в составе войск 21-й, 57-й, 62-й и 65-й армии Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов. Их имена зафиксированы в книге памяти Республики Саха-Якутия. Вот. По неполным данным, в Сталинградской битве погибло 935 воинов-якутян, погибло безвозвратной потери, не считая пропавших без вести раненых. И в этой же книге памяти приводится список участников Сталинградской битвы, награжденных медалью, опять же, за оборону Сталинграда. Так? И в одном из залов Музея обороны в Волгограде хранится листовка, выпущенная армейской типографией в 1945 году, которая названа «Отважный артиллерист Протодьяконов». В ней содержится снимок сержанта из Якутии Гаврила Дмитриевича Протодьяконова с пушкой. И в листовке написано: «В Сталинградской битве получил боевую закалку гвардии сержант Гаврил Протодьяконов. Меткие выстрелы его орудия нанесли гитлеровцам большие потери. В ожесточенной схватке в Голой долине на Украине отважный артиллерист, оставшийся у орудия один, уничтожил 3 тигра». Представляете себе? 3 тигра. Не отступил, преследуя врага. Коммунист Протодьяконов дошел вообще до Берлина. 5 раз был ранен, но по выздоровлении возвращался на свою любимую батарею. И вот что он говорил: «Я еду на родину, вернусь в свою школу и снова буду учить ребят», говорил товарищ Протодьяконов. Вот он, вот эти воины, которые участвовали, все думали о мирной жизни, как бы возвратиться, как бы потом в мирной жизни тоже отдать себя во благо Родины, а не так, чтобы прямо пошли, геройски умерли. Нет же, они должны были сохранить свою жизнь, чтобы потом с еще большей, так сказать, отдачей помогать своей Родине в тылу. Якутский народ вправе гордиться своим сыном, доблестным воином, пламенным патриотом, закончили в этой листовке. И вот таких листовок было много на фронте, и это только про Протодьяконова, уничтожившего 3 тигров в одном бою, это в Сталинграде, представляете себе? Вот, это же большое достижение тогда было. И вот в городе-герое на Волге горит вечный огонь. Я сам был в Волгограде, в Мамаям-Кургане, вот это все я прошел, очень-очень интересный комплекс, и показывали и людей, которые отдельно лежат, и там показывали нашего снайпера из Якутии тоже, и якутов знали как снайперов хороших, вот. И сейчас, кстати, якутов тоже ценят, и нашего Саха людей ценят как хороших стрелков, метких стрелков, да? Вот. И поэтому вот это вообще это память, она сама вот как пламя горит в этом вечном огне, показывает нам до сих пор значит, те года страшные, которые проявили беззаветное мужество наши с вами земляки, проявили свою храбрость, отдали вообще некоторые свои жизни, здоровье во имя спасения мира на земле. Не только для Советского Союза они, так сказать, сражались, но и для всего человечества. Как вы знаете, освобождали нашу землю от коричневой чумы. Что происходит и сейчас, да? Вы знаете, где на Украине. И вот мы должны, ребята, все присутствующие тут, гости сегодняшней нашего мероприятия, мы вообще все должны склонить эти головы наши пред подвигами героев сталинградцев, и память народная об их подвигах будет жива у нас в сердцах и будет жить в веках, и для этого как раз для вечной памяти и славы защитникам Сталинграда Национальный архив посвятил эту книгу. Вот у меня такое краткое сообщение было про нашу книгу. Спасибо большое. Разрешите пригласить учащихся Маганской средней общеобразовательной школы со стихотворением «Перекресток».
На Мамаевом кургане открылся храм всех святых. Он построен на Мамаевом кургане не случайно. Именно... Маргарита Агашина. Перекресток. На самом шумном перекрестке у входа в город Сталинград стоят каштаны и березки, и ели стройные стоят. Как не ищи ты их, не встретишь. В лесах заволжской стороны, и говорят, деревья эти издалека принесены. А было так. Война когда-то была на Волжском берегу. На перекрестке 3 солдата сидели рядом на снегу. Стоял январь, и ветер хлесткий поземку в кольца заливал. Горел костер на перекрестке, солдатам руки согревал. Чтобы было бой, солдаты знали, и перед боем с полчаса они, наверное, вспоминали свои далекие леса. Потом был бой, и 3 солдата навек остались на снегу, но перекресток Сталинграда они не отдали врагу. И вот теперь на перекрестке, на месте гибели солдат, стоят каштаны и березки, и ели стройные стоят. Шумят нездешними листами, дождем умытые с утра,
и обжигает нашу память огнем солдатского костра. Легкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас наш 10 класс заложила вьюга фронтовая. Фронтовой санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко. Улыбнулась всем: это я для вас. А слеза скатилась на улыбку. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю. Не было и нет мужества крепче и выше, чем подвиг героев Сталинграда и тех, кто навсегда остался там, в Сталинградской земле, и тех, кто вышел из огня. Вечная память и вечная сила. Слава им! А теперь приглашаем для выступления студентов Якутского медицинского колледжа с танцем «Смуглянка». Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать:
станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый Благодарим студентов медколледжа. А сейчас, уважаемые гости, просим вас пройти на экскурсию. Экскурсовод Габышев Айсен. Вот, все дружненько встаем и идем на экскурсию. На этом торжественная часть у нас заканчивается. После экскурсии ждем вас здесь. Также будет показ фильма. А вы не сказали, да?